Elbette, hurmatli do'stlar, tamam Tынявын yarımadamızda aytayıq güzel bir bayram qayd etildi. Koy xo'jaligi tamam güzel bir mevzu boyunca biz studiyamızga misafirimizni davet etdik. Siz şimdi erken anlarsınız ama kuz mevsimi tamam buna aittir. Bu mevzular boyunca laf etmege tamam kuzde kerektir ve keliniz o'z suhbatimizni başlayaq. Bizim studiyamızda Kırım Cumhuriyeti Koy Xo'jaligi vezirining muavini Alime Hanım Zaridinova. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Başarılarınız mübarek olsun. Sağ olun, sizge de sabah hayırlı olsun. Nasılsınız? Yaxşı, güzel. Elbette. Алиме Hanım, хотелось бы поговорить о государственной поддержке крымских аграриев и промышленности со стороны государства. Вот на сегодняшний день какие существуют программы для поддержки крымских аграриев? На сегодняшний день очень много мер поддержки, более 35 направлений сегодня наши аграрии могут получить. Ну, в принципе, учитывая, что уже середина октября, более 75% государственной поддержки уже перечислено непосредственно сельхозпроизводителям, ну и они эти деньги могут сейчас потратить на проведение своих осенне-полевых работ. А какие направления агропромышленного комплекса нуждаются в данных проектах? Ну, мы стараемся в своих программах учесть все приоритетные направления. Как бы традиционно мы всегда поддерживаем садоводство, виноградарство, мы поддерживаем зерновые культуры, животноводство, конечно же, производство молока, племенные хозяйства. Мы также поддерживаем, с этого года мы стали поддерживать одну из интересных для Крыма отраслей, это эфиромасличную отрасль, потому что ее, да, нужно возрождать. Очень много хозяйств, которые начинают культивировать именно эти культуры, лаванду, роз, шалфей. И мы предусмотрели в этом году меры поддержки по этому направлению. Ну и тоже как бы пытаемся помочь сельхозпроизводителям для того, чтобы они расширили это направление. Также у нас уже третий год финансируется программа по рыболовству. Вот буквально 19 числа у нас откроется прием документов, и все, кто занимается производством, выловом рыбы, выращиванием рыбы, переработкой с этого года, то есть все могут претендовать на меры поддержки. И суммы, конечно же, суммы со стороны государства возрастают с каждым годом. Вот, допустим, такой проект, как создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации «Агростартап» реализуется с прошлого года, и на его реализацию в 2019 году было выделено почти 48 миллионов рублей. А в этом году это уже, опять-таки, сумма возросла, да, и уже почти 49 миллионов рублей выделено. Будет ли эта сумма расти с последующим годом? Да, конечно же, поддержка фермеров, кооперации, она очень актуальна. Сейчас, в принципе, вся государственная поддержка в Российской Федерации, она в большей степени направлена на поддержку именно малого бизнеса. Поэтому поддержка фермеров, особенно этого направления, это направление поддерживается в рамках национальных проектов, поэтому как бы она актуальна на сегодняшний день. И наши фермеры, конечно же, могут участвовать в следующем году. К сожалению, в этом году все конкурсы уже проведены, и все, кто желал стать фермером, они получили свои гранты и уже реализуют. Они строят свои фермы, выращивают в садах свои культуры. Поэтому в следующем году все, кто желает стать фермером, начинающим фермером или уже работающим и создать свою семейную ферму, пожалуйста, мы готовы помочь и предоставить грантовую поддержку. То есть уже, чтобы в следующем году стать фермером, мне нужно сегодня просто прийти, подать документы и... Да, ну, нужно это, уже так скажем, сегодня да, начинать, да, уже сегодня начинать готовить документы, нужно регистрировать фермерское хозяйство, нужно соответствовать тем условиям, которые предусмотрены в программах. В принципе, на сегодняшний день все программы, они так имплементированы, что несложно участвовать. Главное было бы желание работать в сельской местности, ну и самое главное — любовь к земле. А планируются какие-либо еще программы на следующий год? Ну, все те меры поддержки, которые у нас были в этом году, в прошлом году, они также будут продолжаться финансироваться и в следующем году. Конечно же, единственная отрасль, которая на сегодняшний день, она мало субсидируется, ну, кроме льготного кредитования, по ним других мер направлений нет. Это мер поддержек. Это переработка. То есть промышленная переработка у нас на сегодняшний день остается без государственной поддержки. Поэтому мы в проекте бюджета предусмотрели определенную сумму. Если нам удастся ее защитить, то, возможно, наши
промышленные предприятия смогут модернизировать свое оборудование в следующем году. Ну, это мы посмотрим после принятия проекта бюджета. А еще одной из тем, которая на сегодня на повестке дня, это такая программа «Сельская ипотека». Расскажите, что за программа, как она работает? Да, это очень интересная мера поддержки. С начала этого года все сельские жители Российской Федерации могут претендовать на получение сельской ипотеки. Ну, крымчане, к сожалению, они только в сентябре смогли иметь такую возможность. Банк РНКБ стал участником этой программы, его отобрали как уполномоченный банк. И с сентября месяца уже все жители, граждане Российской Федерации, которые хотят приобрести жилье в сельской местности, они могут подать заявление в банк, найти жилье необходимое, которое соответствует всем критериям, и сумма ипотеки не должна превышать 3 миллионов рублей. Ну и, в принципе, уже очень много желающих подают заявление в банк, банк отрабатывает, и мы уже на прошлой неделе получили первый одобренный реестр. То есть у нас уже есть крымчане, которые оформили ипотеку и смогут жить в собственном жилье. Я, честно говоря, подумал, что сельская ипотека, это, ну, раз уж мы заговорили о сельском хозяйстве, то это непосредственно какой-то участок земли приобрести для как раз-таки вот посева или для обработки этого участка. Да, это именно дом. Это именно жилье, да. Для того, чтобы привлечь людей в сельскую местность, можно приобрести квартиру, либо дом на земельном участке, ну и иметь собственное жилье и работать в сельской местности. Вот вы сказали, что жилье должно соответствовать критериям. Что за критерии? Критерии, эти критерии устанавливает банк, но оно должно быть пригодным для жилья, оно должно иметь все коммуникации, свет, газ, воду, оно должно быть оформлено. Ну и самое главное, что наши жители могут для первоначального взноса использовать материнский капитал. Первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости. А вот что называется сельской местностью? То есть вот какая местность входит в этот список? Допустим, если взять поселки Симферопольского района, считаются ли это сельской местностью? Да, конечно, считаются сельской местностью. У нас распоряжением Совмина утвержден перечень сельской местности, поэтому банк и жители, они работают именно по этому распоряжению. Все сельские поселения, которые вошли, села, поселки, поселки городского типа, в основном мы охватили почти весь Крым, кроме городов. Поэтому все, что в этом распоряжении, все населенные пункты, они участвуют. И самое главное, хочу отметить, что сельская ипотека, процент по ней 3%. То есть это очень удобно для работающего населения, особенно для молодежи. Вот вы сказали, что банк решает, какое пригодное для жилья, и среди этого списка вы назвали газифицирование. Я так вот невзначай скажу, что я знаю один район, в котором банки все-таки не согласятся на такое жилье. Но об этом не будем. В связи с последними событиями мы знаем, что 2020 год принес нам очень такую, наверное, страшную вещь. И все-таки в этот период, да, у многих работа остановилась. Несмотря на это, сельское хозяйство, оно продолжает ведь работать, оно не зависит от этого. И вот хотелось узнать, были ли какие-то программы поддержки для тех, кто в этот период работал, то есть период пандемии, самоизоляции и вообще, в принципе, в связи с появлением данного вируса, были ли какие-то программы поддержки для аграриев? Да, со времени пандемии, конечно, все отрасли несли большие потери, но сельское хозяйство оно не останавливало сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие предприятия. Они все работали, конечно же, соблюдая все требования Роспотребнадзора, все меры предосторожности. И, к сожалению, вот до августа месяца эти направления, они не попадали под перечень пострадавших отраслей. И вот буквально недавно в перечень пострадавших отраслей мы совместно с Советом министров, с Министерством экономического развития включили туда такие отрасли, которые действительно пострадали. Пострадали из-за того, что у них упали продажи, не работала социальная сфера, не работали курорты до 1 июля, поэтому у них упали
продаже, и мы включили туда перечень отраслей, это в основном перерабатывающие отрасли, и все, что связано с рыболовством, с рыбоводством. То есть все предприятия, которые занимаются рыбоводством, разведением рыбы, переработкой рыбы, потом все, что касается пищевой перерабатывающей промышленности, это молочные направления, мясное направление, хлебобулочные изделия, напитки, вино-виноградные. То есть все эти предприятия, они сейчас включены в перечень пострадавших отраслей, и эти предприятия могут претендовать на поддержку согласно указу главы. Мгм. Очень интересно. Чох Саговна, что посетили нас сегодня. Мы вам желаем успехов, решения, конечно же, всех проблем, естественно. И что вы хотите пожелать нашим телезрителям? Конечно же, нашим телезрителям, в первую очередь аграриям, я хочу пожелать благоприятной погоды, дожди, которые нужны не только аграриям, но и всему Крыму, благоприятной погоды, высоких урожаев, конечно же. И отдельно хочу пожелать именно нашим жителям Урметлі ветандашлар, біздің халық бек қой қожалығында ишлеген халқымыз, onun үшін сізге епіңізге хавесаулық, evлеріңізде бол берекет тілеймін жан жүректен. Чох сағолыңыз бүгін келгеніңіз үшін ве бізге вақыт айырғаныңыз үшін біз де сізге қайырлы күндер тілемеге істейміз. Әрдайым біздің студиямызда беклейміз. Емде қой қожалықта çalışқан инсанлардың күні қайырлы болсын. Сізге де енді жан жүректен тілейміз. Бұл зинатқа инсанларда çox келсін ve олар үшін yapılған программалар çoxlaşsın ve elbette devlet tarafından yapılған yardımınız için elbette öz teşekkürlerimizni bildiremiz. Çok sağ olun sevginiz için. Devam etemiz hürmetli dostlar. Nefbeteki kısmımız ana tilimizde güzel bir şiirinin kısmıdır. Keliniz bir birlikte seyreteyik.